Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Амшекшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Президент Бадра Гунба поздравил Ассоциацию ветеранов МВД Абхазии с 10-летним юбилеем. В честь 80-летия первого президента Абхазии в СОИ состоялась научно-практическая конференция. В парламенте обсудили ситуацию с участившимися задержаниями граждан Абхазии, получающих единое пособие Российской Федерации на детей. 15 мая исполнилось 10 лет Ассоциации ветеранов МВД. Вице-премьер, министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут и сотрудники ведомства возложили цветы к памятнику сотрудникам милиции, погибшим во время Отечественной войны народа Абхазии. После чего состоялось торжественное заседание, в котором принял участие президент Бадра Гунба. Более 400 сотрудников Министерства внутренних дел принимали участие в Отечественной войне народа Абхазии. 41 из них сложили головы за свободу. За годы, прошедшие после победы, исполняя свой гражданский служебный долг, погибли 72 сотрудника. 10 лет исполнилось со дня создания Ассоциации ветеранов, участников боевых действий, сотрудников органов внутренних дел. До начала торжественного заседания участники возложили цветы к мемориалу сотрудников, установленному во дворе министерства. В торжественном заседании по случаю юбилея организации принял участие президент Бадра Гунба. Глава государства поздравил личный состав со знаменательной датой. Он отметил, что организация играет важную роль в сохранении памяти, поддержке ветеранов и воспитании новых поколений стражей порядка. В сложные послевоенные годы вы, рискуя жизнью, и днем, и ночью несли службу по наведению общественного порядка и обеспечению безопасности граждан. В сложные времена сотрудники милиции вели ожесточенную борьбу против грузинских диверсантов, которые проникали на территорию Абхазии. Более 70 милиционеров погибло при выполнении служебного долга в послевоенные годы. Мы преклоняем головы перед памятью храбрых офицеров. Дорогие ветераны, бесценны ваши знания и опыт, который вы передаете молодому поколению сотрудников органов внутренних дел, для которых являетесь примером бескорыстного служения Отечеству. Ассоциация ветеранов Министерства внутренних дел играет важную роль в социальной поддержке и защите прав бывших сотрудников правоохранительных органов республики. Организация объединяет ветеранов, вышедших на пенсию по выслуге лет, инвалидности или другим основаниям, предоставляя им платформу для общения, обмена опытом и решения общих проблем. Мы увековечили память наших бессмертных героев. Задача нашей ассоциации – оказывать наставническую помощь молодым сотрудникам Министерства внутренних дел, оказывать посильную помощь ветеранам войны. За 10 лет существования нашей организации была оказана материальная помощь на сумму 2 миллиона 572 тысячи рублей. Основными задачами ассоциации являются оказание материальной помощи нуждающимся ветеранам, содействие в получении медицинской помощи, а также юридическая поддержка в вопросах, касающихся пенсионного обеспечения и социальных льгот. В самые тяжелые дни для нашего народа сотрудники органов внутренних дел одними из первых встали на защиту суверенитета и независимости Республики Абхазия. Вы с оружием в руках сражались на передовой, выполняли боевые задачи в тылу, обеспечивали правопорядок в условиях войны и сделали это с честью. Ассоциация за прошедшие 10 лет стала неотъемлемой частью патриотического, нравственного и исторического воспитания молодежи. Вы храните память о павших, помогаете боевым товарищам, участвуете в общественной жизни страны и вносите неоценимый вклад в укрепление связи поколений. Абхазских коллег с праздником поздравил председатель Совета ветеранов правоохранительных органов города Сочи Геннадий Шимик. Он отметил роль ветеранских организаций в патриотическом воспитании молодых сотрудников и выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству и обмену опытом в этой сфере. Коллеги из России
приветствует вас, кто отдал многие годы служения Родине, беззаветно выполняя свой служебный и гражданский долг по охране законности и правопорядка. Этот светлый праздник для каждого имеет безграничную ценность. Исполненный вами труд, без сомнения, является олицетворением чести и долга, лучших традиций Министерства внутренних дел Республики Абхазия. Министр обороны Абхазии генерал-полковник Владимир Ануа направил поздравительное послание членам ассоциации. В своем обращении он отметил роль Министерства внутренних дел в обеспечении безопасности и правопорядка в стране. Министр подчеркнул, что стражи правопорядка ежедневно сталкиваются с серьезными вызовами, проявляя при этом высокий профессионализм, мужество и самоотверженность. В День памяти это очень важная веха. Важная веха для тех, кто воевал за Абхазию, выполняя свой долг по защите Родины. Как дань уважения ветеранам, которые живут рядом с нами, и памяти тех, кого уже нет в живых. Встав на защиту нашей Родины в годы Отечественной войны народа Абхазии, сотрудники милиции героически защищали отчизну. Сегодня в структуре Министерства внутренних дел работают люди, которые не понаслышке знают о тех вызовах, о тех сложных моментах, которые существуют на сегодняшний день в Республике Абхазия. В рамках мероприятия ряд отличившихся при исполнении служебных обязанностей сотрудников были награждены ведомственными медалями Министерства обороны Кундашова и Налгвинджи, Абхазское телевидение. Официальное открытие 15-го международного турнира по футболу среди ветеранов на Кубок памяти первого президента Абхазии Владислава Ардзинба прошло в селе Алахадзе. На мероприятии присутствовал президент Бадра Гунба, дочь первого президента Абхазии Владислава Ардзинба. В соревновании участвуют 10 команд из Абхазии, России, Узбекистана и Южной Осетии. Подробности в материале Сарии Кварцхелия. Поле, на котором развернулось действие турнира, украшено флагами стран-участниц, а трибуны, несмотря на дождь, остаются полными. Восторженные возгласы зрителей создают настоящий футбольный праздник. Особую атмосферу мероприятия придает празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, к которому также приурочен турнир. Детский флешмоб стал ярким украшением церемонии открытия. Дети, одетые в яркие и красочные костюмы, исполнили зажигательные танцы всех команд, покорив сердца присутствующих. Команда «Кираз» из Пицунды – одна из участниц 15-го международного турнира по футболу среди ветеранов на Кубок памяти Владислава Ардзинба. Особенно трогательная история одного из участников команды Ахры Елисеенко. С детства увлеченный футболом, он мечтал о больших матчах и, несмотря на годы, сохранил прежний энтузиазм на поле. И вот он на долгожданном международном турнире в родной Абхазии. Надеемся победить в этом турнире. Турнир всегда благоприятный, интересный. По-футбольному. Это встреча, это друзья, новые друзья, это спортсмены, это любовь к футболу. Люди, которым за 40, 50 лет, 60 лет играют на этом турнире, это очень приятно. А находиться здесь – это огромная честь, так как первый президент – это был наш отец, наш вождь Владислав Григорьевич Ардзинба. Жду от турнира приятных игр, без травм, Кираз чемпион. Команда «Арсенал» из Ленинградской области – постоянный участник турнира. Их присутствие стало доброй традицией, и третий год подряд футболисты приезжают в Абхазию с неизменным настроем на победу и приподнятым командным духом. В этом году это просто что-то феерическое. Такая организация. Мы вчера присутствовали на митинге. Сегодня состоится первая наша игра. Надеюсь, она будет удачной. И мы будем бороться за трофей, который Карл Карапетович презентовал. Большой кубок. Турнир собрал 10 команд спортсменов из Абхазии, России и впервые из Узбекистана. Спустя 10 лет, чтобы почтить память Владислава Ардзинба и продемонстрировать свое мастерство, приехали футболисты из Южной Осетии. Мероприятие посетил президент Абхазии Бадра Гунба, а также дочь первого президента Мадина Ардзинба, что придало празднику особую значимость. Позвольте поздравить вас с проведением международного турнира по футболу среди ветеранов. Юбилейный турнир
нации. Для нас очень важно, что такого рода спортивные события проходят на территории Абхазии. Спорт – это жизнь, это движение вперед. Я уверен, что вашему примеру, дорогие наши ветераны, последуют десятки тысяч молодых людей, в том числе те, которые сегодня стоят под этим дождем и создают нам замечательную атмосферу. Давайте еще раз поаплодируем нашим юным друзьям. Дорогие друзья, турнир проходит в память великого лидера национально-освободительного движения, первого президента нашей страны Владислава Григорьевича Ардзинба. В эти дни мы отмечаем 80-ю годовщину рождения человека, который привнес свой вклад, положил на алтарь свою жизнь ради сегодняшнего нашей страны и будущего нашей страны. Уверен в том, что его имя навсегда останется в истории нашего народа. Президент также напомнил, что в эти дни в республике отмечают 80-летие победы в Великой Отечественной войне, в которой участвовали более 55 тысяч выходцев из Абхазии. На церемонии открытия турнира присутствовал чрезвычайный полномочный посол Республики Южная Осетия в Республике Абхазия Олег Бацеев. Он отметил значимость таких спортивных мероприятий для укрепления международного сотрудничества и культурного обмена между народами. Я хочу пожелать успехов всем участникам данного турнира. Уверен, что он пройдет, как обычно, в духе спортивного мастерства, и вы покажете все, на что вы способны. 15-й международный турнир по футболу среди ветеранов на Кубок памяти первого президента Абхазии Владислава Ардзинба организован при финансовой поддержке ветерана Отечественной войны народа Абхазии, главы армянской общины Алика Минасяна. Организаторы турнира – советский и российский футболист, тренер Каро Бастаджан и председатель оргкомитета международного турнира Лаура Шарова. 17 мая состоится полуфинал турнира, а 18 мая – финал. Сария Кварацхеля, Тимур Кове, Абхазское телевидение. В честь 80-летия первого президента Абхазии Владислава Ардзинба в стенах открытого Сухумского института состоялась научно-практическая конференция, в рамках которой студенты представили свои доклады о роли Владислава Григорьевича в становлении государства. В мероприятии приняли участие соратники и друзья первого президента. Репортаж Гугуцы Вардания. Первый президент Абхазии Владислав Ардзинба понимал важность образования для развития страны и формирования будущего государства. Тогда, в 1997 году, несмотря на сложности, послевоенную блокаду, именно при его поддержке было создано новое образовательное учреждение Сухумский открытый институт, в котором собрались лучшие из лучших, чтобы передавать свои знания будущим поколениям. Мы вообще-то никогда и не мечтали, учредители, что это будет отдельный вуз. Мы думали, что это будет вуз в вузе. Но когда Заур Иванович Шалашава сказал ему об этой идее, он сразу дал направление. Он сказал, вы должны быть отдельным вузом, самостоятельным вузом, чтобы дать возможность выбора будущему поколению между двумя вузами. И дал нам путевку в жизнь. Именно он издал указ о образовательном учреждении Сухумский открытый институт. Именно он дал нам вот это помещение для того, чтобы мы развивались. Именно он сказал нам, что учредителями вуза должны быть самые лучшие из лучших. Поэтому в составе первых учредителей было 24 учредителя, представителей науки, представителя образования высшего. Это и Шота Константиновича Истава, это и Свиная Владимир, это и Станислав Лакоба, Даур Барганджа, это и Борис Алмасханович Гургуля, и Касланзе Владимир Арушанович. Первым из них, и он был назван Владиславом Григорьевичем, был Шота Константинович Аристав, он был нашим первым ректором. Ректор Сухумского открытого института Валерий Кварчев вспоминает о том, как первый президент подписал указ о создании образовательного учреждения.
يخاف يحمق وبسقنا عرض بالنقالة اللي تستيزه وسقينا. В год 80-летия Владислава Ардзенба в стенах Сухумского открытого института уже учится поколение, не заставшее эпоху первого президента. Однако с их уст имя великого Владислава звучит еще громче, ведь когда-то начатое им дело живет. В аудитории, отведенной для конференции памяти Владислава Григорьевича, много студентов, и каждому из них есть что сказать. Я его сравниваю с значительными историческими личностями. Вот, например, историк Аслан Авицба отмечает 4 личности в истории Абхазии. Это Леон II, Нестор Лакоба, Владислав Григорьевич Ардзенба и Килишбей. Вот. Я как бы согласна с мнением Аслана Авицба, историка, что данная личность, такая личность, как Владислав Григорьевич Ардзенба, стоит с ними на одном уровне, так как память о нем сохранится у всех абхазов, и для Абхазии он очень ценен. Даже уже, вот знаете, не на историческом, а на генетическом уровне мы будем помнить о нем. В конференции, посвященной 80-летию первого президента, приняли участие друзья и соратники Владислава Григорьевича. Они рассказали студентам о довоенном периоде, первом созыве парламента, решениях, которые принимались депутатами и главнокомандующим республики, становлении государства в послевоенное время, о простом парне из Эшеры, чей научный интеллект влился в политику. Владислав Григорьевич придавал огромное значение образованию нашей молодежи. Даже во время войны он запретил призывать в армию ребят, которые обучались в вузах. В России, у нас, вы знаете, какое положение было. Вот, он просто говорил о том, что война же закончится, а нам жить дальше, работать дальше. С кем мы будем работать? Нам нужны образованные люди. Я хотел бы заметить, что тысячи людей отдали свою жизнь ради того, чтобы между двумя реками Псо и Гра сохранилась, развивалась абхазский этнос. Я Владислав Григорьевич Ихец. Я ам тадаться так на вас собственно твалы дайна и хакити. С Владиславом я знаком с 88 года. Наверное, многие бы удивились бы. Но это был сентябрь месяц. Когда Владислав искал, как ему казалось, новые кадры, так как он востоковед, ему нужны были востоковеды, он прекрасно понимал, что вся наша история, вся наша историческая наука находится непосредственно в восточных странах. Это османские источники, это персидские источники. В научной конференции, посвященной 80-летию первого президента Абхазии, принял участие вице-премьер республики Вараздат Минасян. Я считаю, что сегодняшняя конференция – это не только дань памяти Владиславу Григорьевичу, но и знак благодарности о том, что вот есть сегодня СОИ, и я вот тоже являлся студентом СОИ благодаря вот инициативе Владислава Григорьевича. В рамках научно-практической конференции среди студентов состоялись секционные заседания по юриспруденции и экономике. Учащиеся Открытого Сухумского института представили свои доклады. Гугу Цавардания, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. Президент Абхазии Бадра Гунба встретился с добровольцами, принимавшими участие в Отечественной войне народа Абхазии, которые прибыли для участия в памятных мероприятиях, посвященных 80-летию первого президента Абхазии Владислава Ардзенба. Бадра Гунба выразил благодарность добровольцам за то, что в эти важные для Абхазии дни они находятся рядом и вместе с абхазским народом чтят его память. Добровольцы, в свою очередь, подчеркнули, что всегда готовы поддерживать Абхазию и считают ее своей второй родиной. В ходе встречи руководитель Союза абхазских добровольцев Кабардино-Балкарии Сергей Яхагоев обратился с просьбой оказать помощь в лечении добровольца Анзора Шорова, брата легендарного добровольца Муэда Шорова. Президент дал соответствующие поручения. Рады вас видеть. Позвольте поблагодарить вас за то, что в эти дни для нас очень важные. 80-летие великого Владислава – это событие, которое отмечает весь народ
Владислав – это тот человек, который объединяет нас всех. Без разницы какой-то национальности, религии, политических взглядов. Под флагом Владислава собрался наш народ, поверил в него люди, и результаты сегодня, конечно же, мы все ощущаем. Это независимость нашей страны, это возможность нашему народу развиваться. Именно зов Владислава, именно его отношение к нашим братьям на Северном Кавказе, юг России, далеко за пределами, за рубежом, наши братья откликнулись, и вы, в том числе те, которые пришли к нам на помощь, поддержать малочисленный народ Абхазии в самое тяжелое время. Еще раз благодарю вас и еще раз позвольте поприветствовать, сказать вам слова искреннего уважения за ваше мужество, храбрость, отношение к нашей многонациональной, многострадальной стране. Спасибо большое, рад вас видеть. Здесь в первую очередь одна небольшая проблема у нас. Вы помните нашего легендарного Шорова? Да. Его брат тоже здесь воевал, Бояда Анзор. Очень тяжелый парень, сейчас очень сильно болеет. И мать в постели лежит. И он сам, официальное письмо мы от Союза написали. Если вы можете, это от нас просьба помочь. Обязательно. Материально хотя бы чем-то помочь ему. Для нас приоритет, конечно же, это поддержка добровольцев, тем более человек, оказавшийся в такой тяжелой жизненной ситуации, мы обязательно поможем, окажем содействие. Все, что в наших силах, обязательно сделаем. Правовые проблемы, с которыми сталкиваются граждане, имеющие двойное гражданство Абхазии и России, получившие детские пособия, материнский капитал в России, обсудили в парламенте. Расширенное заседание Комитета по государственно-правовой политике и Комитета по социальной политике прошло с участием спикера Лаши Ашуба, министра юстиции, иностранных дел и социального обеспечения. Репортаж Адицы Сагария. В парламент Абхазии поступает информация, что женщины с российским гражданством из Абхазии становятся фигурантами уголовных дел по фактам незаконного получения в России детских пособий и выплат. Обсуждение ситуации, связанной с участившимися задержаниями граждан Абхазии, получающих единое пособие Российской Федерации на детей, прошло на расширенном заседании Парламентского комитета по государственно-правовой политике и Комитета по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии и делам ветеранов и инвалидов войны. У депутатов была соответствующая инициатива, и вот решили на площадке Комитета по государственно-правовой политике и социального комитета такие небольшие слушания организовать и выслушать точки зрения и понять, как быть с этим вопросом. На заседание были приглашены руководитель администрации президента Беслан Эшба, министр юстиции Анри Барцец, министр иностранных дел Олег Барцец, министр соцобеспечения Руслан Аджба, уполномоченный по правам человека Амис Кишмария. Представители соответствующих структур вместе с депутатами обсудили возможные пути по защите наших граждан. Наверное, мы с Рашидой Азаретовной решили поработать с этим вопросом, да, и действительно комитет расширенный такой, совместный, создать для того, что из-за того, что к нам обращается немалое количество наших сограждан с очень серьезными проблемами. Эти проблемы, надо признать, как юрист, я должен сказать, что эти проблемы, к сожалению, очень трудно решаемы. В ряде случаев, да и в большинстве, наверное, случаев, в том числе, наверное, есть такая ситуация, когда есть и определенная вина наших граждан, наверное, в том, что так сложилось. Но надо понимать, что наши граждане, это в любом случае наши граждане, и мы в любом случае должны защищать их интересы. Совместными усилиями и усилиями руководства страны данный вопрос находится на рассмотрении, он не оттягивается, и вот решение этого вопроса в ближайшее время будет к какому-то такому положительному сдвигу приближаться. Уполномоченная по правам человека Анна Кишмария подчеркнула, что каждый случай, каждое обращение в данном вопросе нужно изучать индивидуально. Это очень щекотливый и очень сложный вопрос, в разрешении которого будет
решение которого можно выдвинуть только в том случае, если мы консолидированно приступим к работе. Наши сограждане, им проще разрешать свои проблемы самостоятельно, нежели обращаться к уполномоченным органам. И массовость, которую набирает, да, она на самом деле еще больше, чем то, о чем мы с вами будем говорить и обсуждать. То есть цифры, количество людей, пострадавших от этих санкций, будет огромное. Министр иностранных дел Олег Барцыц также считает, что необходимо помочь гражданам Абхазии в разрешении непростого вопроса. Расцениваю это как свидетельство того, что исполнительная власть, депутатский корпус, администрация президента понимают всю важность, актуальность, чувствительность, я бы так сказал, всего вот этого спектра вопросов и проблем и намерены незамедлительно приступить к решению этих вопросов. По сути, это безальтернативный ход. Мы обязаны, как вы совершенно справедливо сказали, защищать интересы наших граждан настолько, насколько это возможно в рамках законодательств двух стран. По мнению министра юстиции Анри Барцыц, совместная работа представителей власти в решении такого сложного процессуального вопроса должна увенчаться успехом. Изначально в рамках того, как только стали появляться первые обращения к нам, как правило, это были частные личные обращения, мы пытались в таком единоличном формате, значит, оказывать содействие нашим гражданам. Дальше стало понятно, что обращения увеличиваются, количество людей, которые столкнулись с этой проблематикой, увеличивается, и в этой связи есть определенные системные решения, которые уже начали реализовываться. Занимаемся этим вопросом уже некоторое время, но пришли к тому, что на уровне межведомственных отношений решить этот вопрос уже не получается, и потому необходимо принять совместные усилия, и мы надеемся, что совместными усилиями мы к чему-то придем. Ввиду особой сложности обсуждаемого вопроса, далее слушания прошли за закрытыми дверями. Адиса Сагария, Рамо Камки, Айнал Гвинджи, Абхазское телевидение. Комитет по государственной правовой политике проголосовал за рассмотрение кандидатуры Адгура Агырба на должность генпрокурора Абхазии на ближайшем заседании сессии парламента. В соответствии с Конституцией Абхазии президент Бадыр Гунба внес на рассмотрение парламента представление о назначении на должность генерального прокурора Адгура Агырба. 15 мая исполнилось 96 лет со дня рождения государственного и политического деятеля Абхазии Валериана Кубахия, который внес неоценимый вклад в становление и развитие абхазской государственности. В 1975 году Валериан Кубахия был избран секретарем Президиума Верховного Совета Абхазской АССР, позднее и председателем Президиума. Он также был депутатом Верховного Совета СССР 7, 8 и 9 созывов. Этот период характеризовался подъемом национального самосознания абхазского народа и усилением его борьбы против грузинского национализма. В 1990 году в преддверии сложных политических событий, связанных с распадом СССР, Валериан Кубахия, как глава парламента АССР, подписал декларацию о государственном суверенитете Абхазии. Он всю жизнь посвятил служению своему народу, был человеком широкой души с обостренным чувством справедливости, настоящим патриотом. Валериан Кубахия ушел из жизни 28 августа 1992 года, так и не узнав, что Отечественная война завершится победой абхазского народа и принесет долгожданную свободу и независимость. Каждый раз, когда я к нему приходила, у него был брусок из самшитового дерева, и как только приходила, он заводил меня в кабинет и колол мне грецкие орехи. И вот уже сколько лет, как дедушки нет, этот брусок хранится у меня, и для меня это такая важная связь с ним. У него была работа, и при этом у него была семья. Он делал со мной уроки, мы занимались с ним абхазским языком, он меня учил считать, и его хватало и на работу, при том, что он был полностью вовлечен, и на нас. В Гагрском районе выявили действующую майнинг-ферму. Аппараты нашли в доме на улице Героев 16 марта в поселке Бзып. Изъято 10 аппаратов в отношении владельца Адгура Иналыпа, собран административный материал.
Вечером 13 мая сотрудники УВД по Гагарскому району совместно с районным отделом СГБ Абхазии провели поступившую оперативную информацию о незаконном подключении к электросети с целью добычи криптовалют. В результате проверки домовладения по улице Героев 16 марта в поселке Бзы была обнаружена действующая майнинг-ферма. 10 аппаратов по добыче криптовалют сотрудники правоохранительных органов демонтировали и изъяли. Оборудование направлено на склад Госстандарта Абхазии. В отношении владельца Иналыпа Адгура Львовича собран соответствующий административный материал. Оперативно-профилактические мероприятия проводятся с целью выявления незаконной деятельности майнинг-ферм. В случае обнаружения таких фактов просьба сообщить в органы внутренних дел Абхазии по указанным контактам. 16 мая с полуночи до 16 часов в большей части Сухума не будет воды, сообщил водоканал. Подача будет прекращена из-за ремонтных работ. Без водоснабжения останутся Новый район, Старый поселок, улица Ишба, район вокзала, центральная и нагорная части города, район рынка и Маяк. А сейчас прогноз погоды. По сообщению гидрометцентра, 16 мая в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, местами возможен туман. Температура воздуха ночью плюс 8-13, днем плюс 17-22. Температура морской воды плюс 15 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи в эфире.